Вчера президент Жээнбеков обсудил по телефону с президентом Таджикистана Рахмоном ситуацию на кыргызско-таджикской границе. 31 декабря в Наукенском районе ударом ножа убили милиционера, когда он пытался задержать подозреваемого в избиении местных жителей. В полдень 9 января трое неизвестных совершили нападение на главного редактора веб-сайта «Фактчек» Темирова прямо около редакции. На неделе Кумтюрк прекратил поиски двух своих сотрудников, которые пропали без вести в начале декабря после обвала породы в карьере. Под Новый год АКС задержал руководителя рудника Султан-Сары, директора золотоизвлекательной фабрики и другого специалиста, которые вывозили с рудника 35 мешков золотосодержащего продукта общим весом более 1,5 тонн. Следствие по событиям в Койташе 7-8 августа завершилось. Уведомление о подозрении получили 14 лиц. С материалами начали знакомиться адвокаты бывшего президента Атамбаева. Бывшего завсектором аппарата правительства Егора Скобеева отпустили под домашний арест после подписания соглашения о сотрудничестве со следствием. Он был задержан в сентябре в рамках уголовного дела в отношении Атамбаева по наградному оружию. Психиатрическая экспертиза показала, что депутаты Карамушкина и Кодуранова вменяемые люди. 9 января в Первомайском суде не состоялось заседание по пересмотру дела Текебаева-Чотонова. Прокуроры не обеспечили явку свидетелей. КСИН объявил, что экс-депутат Садыр Джапаров не будет переведен в ближайшее время в колонию поселения. Экс-глава таможенной службы Адамкул Джунусов погасил 30 миллионов из 61 миллиона сомов нанесенного государству ущерба. Его отпустили под домашний арест и подписку о невыезде по состоянию здоровья. У него был инсульт. Депутат Бекешев заявил, что нужно создать депутатскую комиссию и проверить Генпрокуратуру и налоговую службу, так как ГНС передал в прокуратуру заключение по 77 депутатам Джорко Генеша, у кого есть проблемы с налоговыми декларациями за 2018 год. Завершился судебный процесс над бывшим директором госпредприятия «Инфоком» Абдулаевым, бывшим статс-секретарем ГРС Бахчиевым и бывшим зампредседателем ГРС Сарыбаевым. Они обвинялись в заключении заведомо невыгодного контракта по изготовлению бланков биометрических паспортов. Они признаны виновными и должны выплатить штрафы. Президент объявил 2020 год в Кыргызстане годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. МВД сообщило, что в 2019 году было зарегистрировано более 5000 фактов насилия в семье. Министерство юстиции запустило онлайн-регистрацию юридических лиц. Средние розничные цены на уголь продолжили снижаться. Появился трейлер будущего фильма «Айсулу. Против ветра», снятого американским режиссером Рэйчел Сайн про чемпионку мира по борьбе Айсулу Тыныбекову. На пересечении улиц Аллы Тукумбаева и Байтик-Батыра заложен новый парк отдыха для детей Балалык. На неделе спасли 2 раненых барсов в Таласе и Чунгале.